Настоящий праздник знаний – подспорье для будущих школьников на пути познания взрослых истин. Ведь не секрет, что в данном процессе важны не только сами знания, но и средства для их получения. Оказать такую помощь сибайским опекунским семьям, в которых подросли первоклассники, вызвали специалисты отдела опеки и попечительства администрации города. Приглашенные ребята получили большой заряд позитива от анимированной программы, подготовленной специалистами клуба «Ровесник», получили добрые напутствия и, наконец, ученический рюкзак – главный атрибут любого школьника. Вы уже прошли определенный период дошкольный, теперь вы будете школьниками. У вас откроются новые двери знаний. Вот я хочу, чтобы вот по этой дороге знаний вы со своим ребенком шли вместе. Вместе учились, вместе знакомились с друзьями, вместе дружили, вместе познавали радостные и какие-то, может быть, огорчительные моменты. Вот когда все вместе делаешь и делишь это на двоих, на троих, тогда получается намного-намного легче. Ну а чтобы каждый день у ваших ребят был праздником, мы хотим подарить вот такие яркие, хорошие портфели. Ежегодно специалисты отдела опеки и попечительства проводят мероприятия по вручению портфелей, канцтоваров первоклассникам, детям из числа детей-сирот, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства. В этом году у нас 11 детей первоклашек пошли в первый класс, и мы также вручили им портфели и канцтовары. Кроме этого, мы пригласили на данное мероприятие законных представителей, опекунов, которые присутствовали, вместе с детьми радовались, получили удовольствие вместе с нами. И я надеюсь, что данное мероприятие мы сможем продолжить и в последующие годы, и будем также поздравлять наших первоклашек, которые идут в школу. Вступая на тропу знаний, каждый ребенок с особым трепетом ждет первого в своей жизни школьного звонка. Евгения Сайфудиярова, получившая в этот день все средства для постижения знаний, очень хочет научиться читать и справедливо считает, что в этом истинный ключ познавательного процесса. В школу хочешь, а на какие отметки будешь учиться? На пятерку. Только на пятерке будешь учиться? В здании Дома молодежи «Мир» на днях было не менее шумно и весело. Новые рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями в этот день получили больше 100 школьников. По итогам 7-й республиканской акции «Помоги собраться в школу» наш город опередил все ближайшие районы по объему собранных средств на благотворительные цели. В этом году граждане города Сибай, предприниматели, руководители предприятий оказали огромную помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. По сравнению с тем годом мы сработали, я считаю, что на 100%, потому что в общем сумма, в которую вот исчисляется вот вообще результат этой акции, 350 тысяч. В каждом из рюкзаков все необходимые принадлежности для учебы. Новые канцтовары каждый ребенок рассматривал с особым интересом. Бумага, города, то, что нас не забываете, приглашайте на все праздники. Вы очень много сделали в этом. Спасибо вам. В ваших семьях всегда царит. Мне нравится такой портфель. Также приобретены рюкзаки. И мы приглашаем Аллаярову Роберта. Возможность поучаствовать в благотворительной акции и подарить детям настоящий праздник предоставляется абсолютно всем желающим. Из года в год такое начинание находит все больший отклик среди горожан. В процесс вовлекается все больше частных и общественных организаций. По итогам прошедшего подготовительного сезона в список городских меценатов попали такие организации, как «Вперед Сибай», «Сбербанк», «Полиция» и другие. Все они признаются, улыбка на лице ребенка – самая большая награда за подобное доброе дело. Оказывая помощь детям, они оказывают неоценимую поддержку именно семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Видеть радостные лица детей – это, согласитесь, дорогого стоит. И сегодня я думаю, наша организация с этой задачей справилась. Все дети, получившие ученические наборы, в этот день искренне обещали проявлять должное усердие в учебе. Таким образом, благотворительные средства, пожертвованные сибайскими спонсорами проекта, обязательно окупятся в хороших отметках их подопечных. Ринат Музафаров, Радмира Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.